đã懂吗？对了，呃，你该团个结束先不？从过去先不当然新的结束不 Прежде 个，всего, я хочу вас всех тепло поприветствовать и сказать, что в связи с пандемией в этом году первый раз за 2 года, когда мы смогли собраться вживую для проведения зимних дебатов и зимних учений Кагью Гэнчжэнь. И в этом году это 23-й Кагью Гэнчжэнь. И это также в этом году у нас особый повод для радости, поскольку в этом году а, на этих учениях мы получали передачу от Гелцаба Ринпоче. И прежде всего я хотела бы поприветствовать всех Ринпоче, присутствующих на этих учениях. Гелцаба Ринпоче, Бакара Ринпоче, также всех студентов мастерских колледжей Шедр, а также всех тех, кто слушает все эти учения по всему миру по интернету. Я вас всех тепло приветствую. Итак, в этом году, как я только что отметил, у нас особый повод для радости, потому что в этом году во время зимних дебатов, как и Гэнчжэнь, у нас была возможность получить передачу, устную передачу на учение Гампупа, все собрание всех трудов Гампупа от Гашера Гелцаба Ринпоче. И эта линия передачи этих учений поддерживается непрерывно со времен самого Гампопы и до 16-го Кармапы и до Гашера Гелцапа Ринпоче. И благодаря великой доброте Гашера Гелцапа мы имели возможность получить передачу на все собрание работ Гампопы. И поэтому я хочу поблагодарить Гашера Гелцапа Ринпоче от имени всех учителей и всех учеников. Так, начиная с сегодняшнего дня, мы с вами будем вновь изучать 30 строф мастера Ачарьи Васубанду. И мы уже начали с вами обсуждение этой темы в прошлом году, и в этом году мы продолжим. И если мы взглянем на санскритский титул этого трактата, на санскрите он называется «Триемщика Вижняптикарика», что означает 30 строф об осознавании Вишняпти. Однако на тибетском этот трактат известен просто под названием «30 строф» Сумчупа. Сумчупа — это также название одного из самых известных трактатов по тибетской грамматике. И если мы будем называть 30 строф Васубанду этим коротким тибетским названием Сумчупа, то, возможно, мы будем путать этот трактат с трактатом по тибетской грамматике. Поэтому, возможно, лучше называть его не просто 30 строф, но 30 строф школы Читаматры. 30 строф об осознавании школы Читаматры. Именно так этот трактат переводится с китайского перевода. 30 строф Читаматры. И
в этом году мы продолжаем учение, которое мы начали в прошлом году. И хочу вам напомнить, о чем же мы говорили в прошлом году. Мы с вами обсудили важность философии школы Читтаматра, только ум. Также мы говорили об истоках этой школы философской мысли, а также рассмотрели историю, взглянули на историю распространения этих учений, учения Читтаматры в Индии, Китае, Японии и Тибете. Мы также с вами обсудили, как они распространились в каждой из этих стран. И, в частности, также говорили о учении Шэнтонг и на пустотности в Тибете, и как Шэнтонг отличается от Читтаматры. И также мы с вами взглянули на сравнение трактатов о Брамане с трактатами Читтаматры. Это, в общем, то, о чем мы с вами говорили в прошлом году. В этом году у нас довольно короткое время для этих учений, у нас всего 6 дней для учений. Поэтому я думаю, что если у нас будет время осенью, я бы хотел продолжить эти учения по 30 строфам осенью. И сегодня я хочу начать с краткого введения по теме наших этих зимних учений в этом году. Итак, поскольку у нас всего 6 дней учений, но на самом деле это не означает, что нам нужно как-то сокращать темы, которые мы рассматриваем, либо сокращать разъяснение тем, которые мы рассматриваем. Поэтому перед тем, как мы начнем рассмотрение самих строф, самого коренного текста, нам перед этим следует рассмотреть несколько положений. Видите на экране перечень из 8 пунктов. Эти 8 пунктов — это то, что мы рассмотрим в этом году. Значит, первый называется «Истоки коренного текста», 30 строф. То есть в этом разделе мы будем говорить о том, как был написан коренной текст 30 строф. Затем второе — это каковы комментарии о 30 строфах, как они были созданы. Третье — это истоки трактата, который называется трактат, доказывающий либо обосновывающий Читтаматру, а также комментарии на этот трактат. Четвертое — это мы взглянем на комментарии, которые будут главной основой для наших учений. Пятое, мы с вами взглянем на этот трактат, главный трактат, который называется «Объяснение трактата, обосновывающего Читтаматру». Шестое, мы с вами кратко взглянем на древние методы перевода, как китайцы перевели этот трактат с санскрита. И седьмое, мы взглянем на авторов китайских комментариев Кунзи, а также Шанзу. И восьмое, также мы взглянем на их разъяснение этого нашего основного трактата. И первое, о чем мы поговорим, это то, как были написаны 30 строф о Читтаматре, 30 строф Читтаматры.
И это тот раздел, в котором я хотел бы говорить в общем о том, как был написан этот трактат, а также о том, как были созданы комментарии к этому трактату. И, а, Дело в том, что автор 30 строф Ачарья Васубанду во время своей жизни создал много влиятельных трудов. И среди всех этих трудов, которые написал Васубанду, 30 строф Тримщика это один из самых глубоких, самых влиятельных и самых великих работ, которые он написал во время своей жизни. И можно сказать, что все работы Васубанду имеют очень большое значение, так же, как и работа его брата Асанги. Это касается как его работ по Абидарме, так и работ по йога-чара. Однако среди всех его работ, его трудов, 30 строф особо выделяется. И дело в том, что 30 строф — это последний трактат, который создал Васубанду. Это довольно краткий текст. В китайском переводе он насчитывает всего 600 слогов. В тибетском переводе по каждой строке 7 слогов, то есть в тибетском переводе этот трактат длиннее, чем на китайском, то есть он длиннее, чем 700 слогов. И все мы захотим понять, как этот трактат был написан, то мы можем посмотреть на историю создания 30 строф, изложенную в комментарии на него, который написал китайский мастер Куидзи, ученик Сюэн Цаня. И комментарий, который он написал, называется «Комментарий о сложных моментах в трактате, обосновывающем Читаматру». В этом трактате говорится, что Ачарья Васубанду является автором 30 строф. И называется 30 строф, потому что в нем, собственно, всего лишь 30 строф. То есть это очень краткий трактат, в нем лишь 30 стихов. Но, несмотря на свою краткость, в этом трактате Васубанду очень искусно учит самым глубоким и тайным положением Махаяны, Великой Колесницы. И все важные, самые ключевые моменты Махаяны, они все собраны в этом трактате Васубанду. И каждое слово, каждый слог 30 строф Васубанду вкратце излагает бесконечные темы и бесконечные смыслы учения Махаяны. Однако прискорбно то, что Васубанду не смог написать собственный автокомментарий на 30 строф до того, как он ушел на небеса Тушиты. Вы знаете, небеса Тушиты — это райский мир, где пребывает Майтрея, следующий Будда. Итак, Васубанду ушел в Тушиту до того, как написал собственный комментарий на 30 строф. И в связи с этим обычным людям очень тяжело понять глубокий смысл, содержащийся в 30 строфах, поскольку это очень глубокий трактат. И по этой причине много индийских ученых написали свои разъяснения
по 30 строфам даровали свои комментарии на 30 строф. Это краткое изложение истоков 30 строф. Следующий второй пункт — это то, как были написаны все эти комментарии о 30 строфах Восубанду. Итак, как мы только что отметили, 30 строф — это очень краткий, но очень глубокий трактат. И поэтому, если мы попытаемся понять смыслы, заложенные в 30 строфах, лишь читая коренной текст, это будет очень сложно. И по этой причине многие великие ученые, пандиты Индии, они написали свои комментарии, разъясняющие смысл 30 строф. И говорится, что всего в Индии было 18 ранних авторов, которые написали комментарии о 30 строфах, и также были 16 более поздних авторов. То есть если мы сложим эти 18 и 16, то получится, что всего в Древней Индии было 38 авторов, которые написали свои комментарии по 30 строфам. Это одна традиция, излагающая это именно таким образом. Есть еще другая традиция, которая утверждает, что было 28 авторов Древней Индии, которые написали свои комментарии по 30 по 30 строфам. Итак, эти две традиции, которые по-разному говорят количество авторов. Однако, как бы там ни было, эти оба числа, как 38, так и 28, показывают, то, множественность, многочисленность комментариев, созданных в Древней Индии на трактат Васубанду 30 строф. И почему было так много разных трактатов? Дело в том, что ни один из них не смогли изложить всю глубину смысла 30 строф. И поэтому, по этой причине позже возникло еще 10 великих комментариев. Эти 10 не включены в это число 38. Говорится, что эти 10 великих комментаторов, они смогли, в конце концов, изложить, разъяснить смысл трактатов согласно намерению и смыслу. Я уже упоминал об этих 10 великих комментаторах в прошлом году. Это Вандушри, Читрабхана, Гунамати, Дармапала, Стирамати, Судхачандра, Джинапутра, Гняна Чандра, Нанда и Джинамитра, который также известен под именем Вишеша Митра. Я уже говорила об этом в прошлом году. Так, каждый из этих мастеров написали свои комментарии по 30 строф. И каждый из их каждый из этих комментариев был довольно длинным. И что говорится, что каждый, все эти комментарии довольно длинные. И каждый из этих комментариев подробно разъясняет смысл 30 строф. И именно эти 10 комментаторов стали наиболее важными среди всех тех разъясняющих трактатов, которые были созданы. И если мы взглянем на этот перечень из 10 комментариев,
то у нас может возникнуть вопрос, но какой же из этих 10 лучше? И многие считают, что комментарии, созданные, написанные мастером Дharmapala, являются самым лучшим из этих 10 комментариев. Мы уже с вами также говорили об этом. И об этом особенность трактата разъяснения, который дает мастер Дharmapala, объясняется китайским мастером, учеником Сюань Цаня Куэзи. И то, что вы видели на экране, это отрывок на китайском и тибетский перевод этого китайского отрывка. Разъяснение особенности трактата Дharmapala. Именно Куэнзи объясняет, почему из всех этих комментариев комментарий Дharmapala является самым выдающимся. Нет необходимости читать это на китайском, но в общих чертах пытаюсь объяснить, что он сказал. Говорит, что после того, как Дharmapala и другие ачарьи изучили 30 строф Васубандху, каждый из них написал свой комментарий. И у каждого из этих 10 комментариев, которые я только что назвал, свои особые черты. Однако один из них отличается от всех других. И согласно мнению Куинзи, этим особенным комментарием является именно комментарий Дharmapala, поскольку в нем содержится такой новый подход к разъяснению. Как же Дharmapala написал этот комментарий? История гласит, что Дharmapala, когда Дharmapala исполнилось 29 лет, он почувствовал отвращение к самсаре, и тогда он принял монашество, сел под деревом бодхи и погрузился в медитацию. И он посвятил этому 3 года. То есть 3 года он пребывал в самадхи под деревом бодхи. Но во время между сессиями он создавал этот комментарий по 30 строкам. И в этот момент Куэдзи прославляет Дharmapala, очень детально описывает, каковы особые качества мастера Дharmapala. Однако нам сейчас нет нужды углубляться во все эти детали. Однако, что важно, когда мы смотрим на это описание Куэдзи, стиля и сочинения комментария Дharmapala, на какой бы аспект этого описания мы не взглянули, природу этого комментария, мудрость, с которой он изложен, то все это настолько глубоко, что даже пол строфы возникает, даже что дебаты между различными учеными и школами могут вызвать даже пол строфы 30 строф, даже не целая строфа.
А даже полстрофы могут вызвать дискуссии, дебаты. И именно Дharmapala смог в своем комментарии примирить все эти конфликтующие позиции, разъяснить различные воззрения и понимания этих комментариев, этих позиций по этому трактату. Это то, что пишет Куйдзи. Проблема, с которой мы встречаемся с вами, заключается в том, что сам комментарий Дharmapалы более недоступен. У нас нет текста ни на санскрите, ни на тибетском, ни на китайском, который мы могли бы взглянуть на этот комментарий Дharmapалы. И тогда вы можете спросить, а как же мы можем изучать комментарий Дharmapалы, если у нас нет самого текста комментария? Ответ: мы можем опереться на трактат китайского мастера Суньцзяна. Почему? Потому что комментарий Суньцзяна прежде всего опирается на санскритский трактат Дharmapala. В трактате Суньцзяна собраны все основные изложения 10 великих комментариев. Суньцзянь собирает все эти основные положения вместе, поэтому его комментарий — это синтетический комментарий. Но однако из всех 10 комментариев, на которые он опирается, основа — это как раз комментарий Дharmapala. И в комментарии Суньцзяня очень много цитат из санскритского комментария Дharmapala. И поэтому, глядя на этот китайский трактат Суньцзяня, мы можем понять, что именно содержалось в трактате Дharmapala, чем этот трактат является таким особенным. И историю о том, как Суньцзянь встретился с этим комментарием, как он получил по нему учение и как затем написал свой комментарий по этому комментарию. Вкратце, это описывается в трактате Куйдзи. История того, как Суньцзянь получил передачу и получил этот текст трактата Дharmapala. Вкратце, в этом китайском разъяснении говорится, Куйдзи говорит следующее, что после того, как Дharmapala закончил написание своего трактата, он вручил его мирянину, буддисту-мирянину по имени Сюаньчжан. Мы не знаем, как этот человек назывался на санскрите в Древней Индии, но если это древнеиндийское имя, санскритское имя перевести на китайский, то его имя звучало как Сюаньчжан. Это когда Дharmapala в Древней Индии закончил создание своего трактата, он поручил заботу об этом комментарии мирянину по имени в китайском переводе Сюаньчжан. Он сказал ему, что прошу тебя, обереги этот трактат, поскольку ты наделен великой верой, великим знанием, и береги этот трактат. И после моей смерти, если кто-то захочет прочитать этот трактат, он должен заплатить тебе 2 унции золота. Лишь заплатив 2 унции золота, ты можешь позволить им прочитать этот трактат. И, однако, если к тебе придет особый человек, особым знанием, особым пониманием, тогда отдай этот трактат ему.
Это было то завещание, которое сделал Дharmapala, произнеся это. Вскоре после того, как он произнес это завещание, сделал это завещание, он умер. Согласно истории жизни Дharmapалы, он умер довольно молодым, то есть он не прожил долго. И ам, таким образом Дharmapala поручил заботу в этом комментарии буддисту-мирянину. Это как же Сюаньцзянь получил доступ к этому комментарию? Дело в том, что это время, когда Дharmapala закончил этот комментарий и поручил его мирянину, было то же время, когда мастер Суанцзянь путешествовал в Индии, изучая различные, а, различные философские трактаты, и он описывал свое путешествие в трактате, в котором очень детально описывается его путешествие в Индию, на Запад. В нем описываются различные святые места в Индии. Это как раз тот источник, из которого мы можем узнать о святых местах, связанных с жизнью Будды. Мы можем поговорить об этом с вами позже, когда будем рассматривать историю жизни Суаньцзяна. Сейчас, кажется, лучше прерваться на 30 минут, сделать перерыв. 打等于讲讲了，特别缺氧기숨지배기 이제 봐. Так, о чем мы с вами говорим? Это то, как Ачарья Дharmapala написал свой комментарий на 30 строф, и после того, как закончил этот труд, он вручил его мирянину и сказал передать этот трактат достойным тем, кто будет обладать особыми знаниями. И вскоре после этого завещания он умер. Итак, как раз в это же время Сюаньцзянь путешествовал по Индии. Он получал учение от многих учителей, изучал философские школы. И это то путешествие, которое он описал в своем трактате «Путешествие на Запад». Он написал в этом трактате описал многие святые места в Индии. Он описывал святые места в Индии. И я думаю, вы знаете, кто такой Сюаньцзянь. Сюаньцзянь – один из 4 величайших буддийских мастеров Китая. И возможно, вы также слышали историю о свинье и обезьяне. Описывается также история, связанная с Сюаньцзянем. Это всего лишь история, поэтому, наверное, нет нужды говорить об этом сегодня. А главное – это то, как Сюаньцзянь встретился с этим трактатом Дharmapala. И это описывается Гуэцзи в его комментарии. Итак, Гуэцзи пишет, что Сюаньцзянь обладал особыми способностями. Он обладал особой мудростью. И этот мирянин, кому Дharmapala передал свой трактат на хранение, он также был очень
ам, очень умным, очень проницательным, и он с легкостью мог отличить того человека, кто обладает особыми способностями. И, когда он встретился с Сюаньцанем, он сразу же понял, что Сюаньцань — это тот особый человек. Сюаньцань действительно обладал особыми качествами. К примеру, из его описания путешествия в Индию мы видим, что нет ни одного места, связанного с жизнью Будды, которое бы Сюаньцань не посетил, в котором бы он не побывал. Также его история жизни говорит о том, что он прочитал все доступные в то время древнеиндийские трактаты, и он прилагал большие усилия к тому, чтобы получать учение Дharмы. Он, если только слышал о любом учителе, который учил Дharме, он сразу же отправлялся на встречу с ним, чтобы получить учение. Итак, когда этот мирянин встретился с Сюаньцанем, то он сразу же понял, что это именно тот человек, которого описывал Дharmapala. Поскольку, как вы помните, Дharmapala сказал, если к тебе придет человек с особыми способностями, особой мудростью, знанием, ты должен отдать этот комментарий ему. И именно это этот мирянин понял, что Сюаньцзянь именно тот человек, это именно тот, кому он должен отдать комментарий Дharmapалы. И она дала ему два комментария на два трактата Васубанду. А, Она дала ему комментарий Дharmapалы на 30 строф, на Тримшику, а также комментарий Дharmapалы на трактат Панчаскандага, 5 сканд, 5 агрегатов, 5 совокупностей. И так он этот мирянин отдал Сюаньцзяню эти два комментария Дharmapалы. И как говорится, что когда Сюаньцзянь прочитал их, у него было видение Дharmapалы, и у него было такое видение, что он, собственно, слышал слова этих трактатов, произнесенные самим Дharmapалы. И после того, как Сюань Цзэнь получил эти трактаты, он отправился изучать их с Ачарьей Шилабадрой. И после того, как он закончил это обучение, он вернулся в Китай. И именно таким образом он изучил этот трактат Дharmapалы, один из 10 великих комментариев. Это был не единственный трактат, как я уже сказала, это один из 10, было еще 9 других комментариев. И из всех этих 10 комментариев сохранился на санскрите, сохранился лишь один комментарий. Это комментарий мастера Стирамади, ученика Васубанду. Лишь комментарий Стирамади все еще доступен как на санскрите, так и на тибетском. И, тогда как все остальные из этих 10 великих комментариев на санскрите были утеряны. Утеряны не значит, что их стопроцентно не существует, но то, что в данный момент у нас нет к ним доступа, мы не можем прочитать их. И, это большая удача, что у нас есть комментарии самого Сянцаня. Почему? Потому что он основывает свой комментарий на всех 10 великих индийских комментариев. И из его комментария мы можем понять саму
время и философскую мысль того периода в Индии. И, и мы можем также таким образом прикоснуться ко времени самого высшей точки процветания учений Читтаматри в Индии, поскольку именно в это время учения Читтаматри были в своем зените. Я думаю, что можно сказать именно так. И это краткое описание комментариев по 30 строфах, и в частности о том, как был написан комментарий Дармапалы и как мы можем прикоснуться к нему через комментарий Суанцзяня. Следующее — это следующий пункт, третий пункт, к которому мы переходим, это истоки этого комментария, который называется «Комментарий, обосновывающий Читтаматру». И мастер Кунзи не излагает не описывает этот аспект подробно, когда именно этот трактат, доказывающий, основывающий, объясняющий Читтаматру, который написал, собственно, сам Сюаньцзянь на основе этих 10 индийских комментариев. Кунзи не описывает подробно истоки этого трактата. Но, тем не менее, мы можем узнать, что сам комментарий Дармапала был переведен с санскрита на китайский. И он все еще доступен на китайском. Он был доступен на китайском в прошлом. Мы можем знать об этом из каталога всех переведенных индийских трактатов. Древнекитайский каталог, созданный во времена династии Тань, это примерно 659 год. В нем говорится, что во время правления императора Шунзонга в 10-й месяц был переведен этот комментарий Дармапалы. И важно понимать, что в этом году, 4-й год правления императора Шунзонга, это 659 год, в этот год было 2 десятых лунных месяца, поэтому в каталоге говорится в поздний 10-й лунный месяц, то есть 2-й 10-й лунный месяц. В это время был переведен трактат, обосновывающий Читтаматру Дармапалы. Название этого каталога на китайском — это Кайюань. В этом каталоге говорится, что комментарий — это комментарий, обосновывающий Читтаматру. И как авторы
обозначены Бодхисаттва, Дharmapala и другие. О чем нам говорит это другие? Что, возможно, этот китайский перевод, он содержал в себе не только перевод трактата Дharmapалы, но также и других индийских трактатов. Они все были переведены вместе. И сам Куэцзи, он был известен также под именем Тачан Цзи. И в этом каталоге говорится, что писцом, записавшим этот трактат на китайском, был Тачан Цзи. И, возможно, этот указанный Тачан Цзи, это и был Куэцзи, это просто его другое имя, поскольку он стал известен под этим именем Куэцзи лишь во время правления следующей династии Сунь. И именно так кратко описывается то, когда этот трактат Дharmapala был переведен на китайский. Куэцзи описывает это также в своем собственном трактате, трактат о трудных местах в обосновании только Маччхита Матри. Нет необходимости читать все это, тот текст на китайском, но излагая кратко его содержание, можно сказать, что главное, о чем говорит Куэцзи, это то, что во время 4-го года правления императора Шанзонга, это 659 год, это тот год, когда мастер Сюань Цэнь начал переводить, писать и переводить трактат, который назывался «Трактат, обосновывающий Читаматру». Его изначальный план заключался в том, чтобы перевести все 10 великих комментариев с санскрита на китайский. Таков был его изначальный план. И для реализации этого плана он создал команду переводчиков, был главным переводчиком, а также он нашел помощников, всего их было 4. Первого звали Шэньфан. Шэньфан был редактором стиля. То есть его задача, его главная функция была редактировать стиль. Второго звали Джашанг. Джашанг был писцом, того, кто записывал это все. Потом третий Пукуан был, собственно, редактором, общим редактором. И 4-м был Куэцзи. Куэцзи должен был проверять перевод на его соответствие санскриту. И я буду говорить позже о их методе перевода, поэтому сейчас нет нужды говорить об этом. Когда мы говорим об этой группе из 4 переводчиков, которые помогали Сюаньцаню, то следует отметить, что Куэцзи был самым младшим из них. Основные 3 ученых были намного более старшими и опытными. К примеру, первый из них, Шэньфан, был самым первым, кто начал сотрудничать с Сюаньцаном над этой переводческим трудом. И Шэньфан был очень известен
как переводчик в то время и был очень почитаемым. Затем второй Джайшан, который был писцом. Я позже расскажу, что означает эта функция писца. Пугуан также в некоторых переводах служил писцом у Сюаньцаня. А, Как бы там ни было, все эти трое, они были старше Куэцзи, и они намного были более известными, чем Куэцзи. И тогда возникает вопрос, почему именно Куэцзи был избран на эту ответственную должность проверки соответствия перевода с санскриту. И это говорит нам о том, что Сюань Цзянь очень ценил Куэцзи, ценил его знания и умения. И также история говорит нам следующее, что буквально через несколько дней после того, как Куэцзи приступил к работе, он попросил Сюань Цаня освободить его от этой должности. Он сказал: «Я хочу уволиться, я не хочу больше этим заниматься». И Сюаньцзянь это очень удивило. Он несколько раз спрашивал его, что, собственно, случилось, почему ты хочешь уволиться. И лишь после того, как Сюаньцзянь настойчиво спросил его об этом, Куэцзи ответил, что причина для его отказа участия в переводческом проекте заключалась в том, что его идея этого проекта отличалась от идеи Сюаньцаня. Как я уже отметил, Сюаньцань хотел перевести на китайский с санскрита все 10 комментариев. Однако на это Куэцзи возразил, что в этом нет нужды, нет необходимости переводить все 10 комментариев на китайский. Вместо этого необходимо перевести основные пункты, основные положения всех 10 трактатов и собрать их в одном китайском трактате. И для этого была обоснованная причина. Куэцзи сказал, что проблема заключается в том, что между позицией, между разъяснениями 10 индийских авторов есть много разногласий. У них их позиции значительно различаются. И поскольку они так по-разному обосновывают аспекты 30 строф, если перевести каждый из них, то в будущем это приведет к замешательству, к отсутствию ясности понимания среди китайских учеников. Они не смогут определиться, на каком из этих 10 трактатов им следует опираться, на какой из этих 10 им следует опираться. Поэтому не будет ясности в понимании. Это принесет вред развитию китайской философии. Кроме того, второе обоснование, вторая причина, которую он назвал, это то, что жизнь коротка, и поэтому у обычных людей нет времени в том, чтобы детально разобраться в воззрении и обосновании каждого из этих 10 авторов. Поэтому лучше будет просто собрать самое главное положение из них
выбрать самое важное, самое ценное из 10 и все это скомпоновать как один комментарий. И это будет полезным для будущего изучения этих трактатов в Китае. И именно это предложил Куйцзи. Куйцзи предложил Сюаньцену. И Сюаньцен долгое время посвятил обдумыванию этого предложения. Сначала ему эта идея не показалась такой уж хорошей. Он хотел отказаться от этого предложения. Однако через какое-то время он пришел к выводу, что на самом деле идея Куйцзи не такая уже плохая, и, возможно, в этом есть смысл, и следует сделать именно это. И когда он пришел, когда Сюань Цянь принял это решение, что нет необходимости переводить все эти 10 трактатов, то он передал все полномочия помощнику Куйцзи и освободил от этих функций остальных троих Шаньфана, Чаншанга и Пукуанга. Yeah. И именно таким образом появился этот синкретический трактат Сюаньцзяня, основанный на 10 трактатах, но из которых главной опорой является именно трактат Дharmapala. Так, следующий вопрос — это был ли этот трактат, объясняющий Читтаматру, единственным китайским трактатом, основывающим Читтаматру, либо были другие подобные трактаты, созданные в Китае. То есть главный вопрос, следующий вопрос, на который мы взглянем, это является ли трактат, обосновывающий Читтаматру, единственным существующим, дошедшим до наших дней, комментарием на 30 строф в Китае, на китайском языке. Либо есть другие такие трактаты, другие такие комментарии в китайской традиции. И говорится, что есть другие комментарии, китайские комментарии на 30 строф, однако их не так уж много. Возможно, их было больше в прошлом, но они были утеряны. Те комментарии, которые дошли до... их было всего 5, таких комментариев было 5, но тот, который дошел, дошел до наших дней, это комментарии мастера, который жил во время правления династии Мин. Его звали Джи, Дживук. Дживук. Это единственный комментарий, который дошел до наших дней. Кроме китайских комментариев, есть японские комментарии на 30 строф. В XII веке жил мастер по имени Джо Ке, а в Японии, который создал комментарии на японском. Это очень краткий комментарий. Еще кроме этого есть, есть краткие изложения
Изложение 30 стихов в японской традиции. Мы не можем сказать, что это комментарий, это скорее просто краткие изложения смысла. Кроме того, есть современный текст японской традиции. Его написал японский ученый Геншин Инвэ. И этот текст называется «Учение по 30 строфам Читаматры». И именно этот последний трактат имеет большое значение в современном традиции изучения 30 традиций. Если мы взглянем в следующем на тибетскую традицию, то их несколько. И один из них — это Шакья Чандан, мастер 15 века. В этом трактате Шакья Чандана он излагает основные положения 30 строф. Также есть комментарии Джоми Памаринпаче. Это детальные комментарии, которые разъясняют слова и смысл. Это два самых главных. Возможно, есть и другие, но в том, что касается классических тибетских мастеров, то Шакья Чандан и Джоми Пам — это два основных комментария, два основных мастера. И следующее, о чем нам следует говорить, это почему этот трактат, обосновывающий Читаматру, трактат Сюаньцзяни, является таким важным, и почему именно он будет той основой для нашего изучения 30 строф Васубанду. Что касается этого, есть несколько причин. Первое. Когда Васубанду написал 30 строф, 30 строф об осознавании, 30 строф Читаматры, то он написал этот трактат в довольно простых стихах. Он изложил в этих простых стихах философию Читаматры, которая чрезвычайно сложна. И всего можно сказать, что есть два самых важных трактатов Васубанду по Читаматре. Это Вимшатика, 20 строф, и Тримшатика, 30 строф. Если мы сравним эти два, то в 20 строфах в Вимшатике Васубанду главным образом опровергает других. То есть это трактат, который посвящен опровержению других воззрений, сомнений. И Васубанду написал автокомментарий к Вимшатике. Однако 30 строф Тримшатика — это комментарий, в котором Васубанду излагает собственную позицию. И в отличие от Вимшатики, Васубанду не успел написать автокомментарий к этому трактату. И на протяжении долгого времени расцвета буддизма в Индии Тримшатика, 30 строф, были одним из главных трактатов изучения йогачары Читтаматры в Древней Индии. И поскольку не было автокомментария самого Васубанду, величайшие умы того времени посвятили свое время созданию собственных комментариев, разъяснений
разъяснение 30 строф. И из всех этих комментариев до наших дней дошел только комментарий на санскрите Стирамати, а также вот комментарий, м, составленный Винитадевой. Это всего лишь два трактата. И а, можно сказать, что вот эти два санскритских комментария и также комментарий Суанзаня — это те основные комментарии, которые дошли до наших дней и которые обосновывают значение, смысл самих 30 строф. Однако, однако, если мы сравним индийские комментарии Стирамати и Винитадевы, то это довольно краткие комментарии, тогда как китайский комментарий Суаньцзяна, он полный, он развернутый, и поэтому он так важен для изучения смысла 30 строф. И следующая причина заключается в том, что главной целью во время этих зимних учений это изучить философию Читтаматры. То есть не просто изучить 30 строф, но изучить философию Читтаматры систематическим образом, систематизировать и досконально познать воззрение Читтаматры. Однако, если мы взглянем на школу философского воззрения Читтаматры, то это одна из двух великих школ Махаяны. Это очень обширная школа, такая же глубокая и обширная, как и Мадхьямака. И в этой обширной, глубокой философской школе есть столько всего, что необходимо понять и изучить. И в связи с этим возникает вопрос, а где же, с чего же начать? И я уже говорила об этом в прошлом году. Для того, чтобы подготовить систематическое понимание философии Читтаматры, нам необходимо обратить свое внимание на источники. Прежде всего изучить 6 сутр, которые являются основой философии Читтаматры, а также 11 трактатов. Я назвал вам, а, что это за 6 сутр в прошлом году. А эти 11 трактатов — это то, что называется одним стволом и 10 ветвями. Это те основы, которые необходимы для обоснования школы, школы Читтаматры. Каковы из этих названных являются самыми важными? Это Самдhi Нирмочана Сутра и трактат Йогачара Бхуми Асанги. То есть это две самых главных опоры. И если мы захотим изучить Самдhi Нирмочана Сутру и Йогачара Бхуми, то трактат, в котором излагаются эти два источника систематическим и полным образом, это трактат Суэнцаня, трактат, обосновывающий Читтаматру. Это тот способ, та опора, на который мы можем положиться для того, чтобы понять всю глубину воззрения, излагаемое в Самдhi Нирмачана Сутре и трактате Асанги Йогачара Бхуми. Итак, следующее, о чем нам следует говорить,
трактат, обосновывающий Читаматру, Сюаньцзяня. Итак, это синтетический комментарий. Он собирает в себе основные положения 10 великих индийских комментариев. И поскольку это является таким синтетическим комментарием, можно считать, что это по сути своей санскритский синтетический комментарий. И затем, так же, как и в тибетской традиции, когда переводились санскритские комментарии, после этого писали, создавались разъясняющие комментарии на санскритские комментарии, принадлежащие именно тибетским авторам. То же самое происходило и в Китае. После того, как Сян Цзянь создал свой трактат, обосновывающий Читаматру, в Китае были созданы подкомментарии во времена правления следующей династии Сунь было создано много разъясняющих комментариев на трактат Сунь Цяня. И прежде всего, главный среди них — это разъясняющий трактат Куйцзи. То есть сам Куйцзи написал разъясняющий комментарий на трактат Сюань Цяня. Это главный разъясняющий под комментарий под трактат. После того, как Куйцзи написал этот комментарий, он называется «Разъяснение трактата, обосновывающий Читтаматру». Этот комментарий, это разъясняющий комментарий стал очень известным. Почему Куинцзи написал его? В его обосновании говорится, что трактат Сюаньцаня по сути является санскритским трактатом, поскольку это трактат, который собирает вместе положения санскритских трактатов. Поэтому это творение нуждается в разъяснении. И именно поэтому Куинцзи написал свой разъясняющий трактат. И этот трактат Куинцзи стал очень важным учебником. Можно сказать, что это один из главных учебников для изучения Читаматры в Китае. Например, в Китае одна из важных философских школ — это школа проявления явлений. Она основывается в своем изучении Читаматры именно на разъясняющий трактат Куинцзи. И история этого трактата Куинцзи такова, что в Китае во время правления династии Юань, также которая называется Монгольской династией, этот трактат был утерян. Однако в конце правления династии Цин мастер по имени Янг Вэнхуй нашел этот трактат в Японии и снова привез его в Китай. Таким образом, этот трактат был снова появился в Китае. И кроме этого трактата, обосновывающего Читаматру, Куинцзи написал и другой трактат. Он называется «Трудные пункты, трудные аспекты трактата, обосновывающие Читаматру». Таким образом, авторству Куинцзи принадлежит два разъясняющих трактата, два разъясняющих комментария на трактат Суньцзяна. И после этого позже мастер по имени Хуи Жао написал
трактат под названием «Светоч. Значение трактата, обосновывающего Читтаматру». И другой мастер по имени Шишо, который называется «Тайна трактата, обосновывающего Читтаматру». И все эти трактаты считаются источниками либо опорой философской школы Читтаматри в китайской традиции. И они известны как три комментария Читтаматры. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели историю этого комментария Сюаньцзяня, а также комментариев, разъясняющий смысл трактата Сюаньцзяня. Главный среди них — это трактаты Кунзи, а также два других, которые я только что написал. И если вы зададите вопрос, то какой же комментарий является главным, какой комментарий является главным для изучения 30 строф, то фундаментальным трактатом является трактат Сюаньцзяня, трактат, обосновывающий Читтаматру. И вторым — это разъясняющий трактат Гуинди, разъяснение трактата, обосновывающего Читтаматру. И дополнительно также я буду опираться и на другие названные выше китайские трактаты. Именно они станут основой для нашего изучения 30 строф. Кроме того, мы также кратко взглянем на исследования, современные исследования йогачары в Китае, в Китайской Народной Республике. И сейчас в Китае также ведутся философские исследования в этой области, и мы взглянем кратко на них. И почему важно обратить свое внимание на эти комментарии, поскольку они написаны современным китайским языком. И поэтому интересно будет и взглянуть на них. И это именно то, как мы поступим. Мы будем опираться на эти китайские источники. Для этого есть несколько причин. Как я уже отмечал, сам трактат 30 строф написан очень простым языком, однако за этим простым языком скрывается очень глубокий смысл. Чтобы понять его, необходимо опираться на комментарии. Второе — это то, что
есть много комментариев на 30 строк, однако среди всех этих комментариев трактат Сюаньцзяни, трактат, обосновывающий Читаматру, является одним из самых полных, и он известен во всем буддийском мире. Третья причина заключается в том, что этот трактат Сюаньцзяня, трактат, обосновывающий Читаматра, сам по себе является собранием, кратким изложением всех 10 индийских комментариев. Это как краткое изложение. И поскольку это такая, на самом деле, компиляция индийских работ, то этот трактат тяжело понять. Чтобы понять то, что говорится в нем, необходимо опираться на подкомментарии. Именно поэтому у нас нет другого выбора, как опереться на разъясняющий комментарий Куидзи, а также другие комментарии на этот трактат, который я а, упомянул. И а, для того, чтобы лучше понять древние китайские трактаты, м, полезно также взглянуть на трактаты разъяснения, написанные современным китайским языком, поскольку для меня очень сложно понять классический китайский язык. Чтобы облегчить эту задачу, мы можем также взглянуть на современные работы в этой сфере. И именно таковым будет наш метод изучения 30 строк. Это описание того, как мы поступим, на какие источники мы будем опираться. Поэтому я думаю, хорошо как раз на этом закончить сегодня. И мы сейчас для всех монахов, которые принимают участие в Гюнчуе, это как раз время ужина. А также причина, по которой следует остановиться и отпустить всех на ужин. Кроме того, на протяжении этого Гюнчу мы впервые проведем особую пужу, составленную составленную Джусун Кемпу, это пуджа защитников Махакалы и других. Это впервые, когда мы будем проводить эту пуджу публично. В прошлом мы делали ее вместе с Кебже Тенга Ремпаче, но это не проводилось публично. Мы проводили ее при участии лишь нескольких человек. Это пуджу в то время возглавлял Кебже Тенга Ремпаче и присутствовало совсем немного людей. В этом году это пуджа 5 божеств Дисума Кемпа. Это очень важная пуджа. Мы проведем ее публично. И почему? Потому что эти 5 божеств это очень важные защитники карма Камсанга. Поэтому так важно возобновить традицию проведения этого ритуала публично. И важно знать, о том, как проводить этот ритуал, как также как правильно делать мудры во время проведения этого ритуала. И если мы делаем какие-то ошибки в мудрах, это важно исправить. Поэтому есть что для нас важно,
обсудить, обсудить это. Однако это не будет транслироваться на Ютубе, либо в Фейсбуке, но мы будем проводить это по другим каналам лишь для монахов, которые будут участвовать в этой пудже. Итак, мы с вами встретимся поэтому с этой целью в 8 вечера по индийскому времени. И на этом всем давайте посвятим заслугу